Татарской филармонии возродили давнюю традицию музыкальных лекториев, а зародилась она сразу после окончания Великой Отечественной войны. Поучаствовать в познавательном проекте приглашают всей семьей. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том, и днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Вот так в сочетании музыки, литературы и драматического искусства рождается новый жанр. Хотя все новое – это хорошо забытое старое. 70 лет назад в Татарской филармонии впервые провели подобные лектории, которые и современных мальчишек, и девчонок способен увлечь не меньше, чем компьютерные игры. Помню чудное мгновенье, передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. Абонемент, который мы, в принципе, восстановили в прошлом году, является хорошей традицией. И неспроста я дал такое ему, может быть, название для всей семьи. Дело в том, что, с одной стороны, мы определили круг зрителей. Это могут быть и дети, их родители, бабушки, дедушки. То есть это такое мероприятие, когда всей семьей можно приходить и наслаждаться замечательными произведениями искусства, музыка, стихи. Репертуар для детей практически такой же, как и для взрослого зрителя, говорят музыканты. Отличие лишь в исполнении и подаче материала. Дело в том, что когда артист выходит к зрителю взрослому, здесь у самого артиста какие-то чувства возникают. Когда ты выходишь с этим же репертуаром к зрителю юному, здесь, конечно, ты видишь лица зрителей, их глаза, и волей-неволей искренность твоя и твои чувства обостряются. И поэтому перед детьми, пожалуй, невозможно лгать, иначе они просто не поверят. Классика на бис, у Моцарт, от Чайковского до Сайдашева. Программа богата также как и музыкальная культура мира, а открыть ее юным слушателям вместе с их родителями помогут яркие музыкальные личности Татарстана. Народ, в культуре которого пересекаются Европа и Азия. Кряшины – интереснейшее явление волгокамской культуры и истории. Она сформировалась на пересечении разных по происхождению культурных потоков, как и вся волжско-камская историко-этнографическая область. Мне грустно, потому что я тебя люблю. Знаю молодость цветущую твою, не пощадит молвы коварное гонение. Солист театра оперы и балета, старший преподаватель Казанской консерватории Владимир Васильев. В 2011 году издал труд «Моя семья», в котором представил свое генеалогическое древо до 11-го колена. Я со своей стороны попытался хотя бы сохранить семейные традиции в книге, которые я написал. Это «История деревни Поповки», это «Моя семья», где постарался хотя бы отобразить то, что я сам знал, то, что знали мои родственники.
И это очень важно, когда ребенок знает о том, что у него есть хотя бы возможность когда-либо об этом узнать. Это очень важно. В детстве мы это воспринимаем, как будто бы это детство никогда не кончится, что люди, которые вместе с нами, они будут всегда. Но и мои родители говорили: сынок, ты знаешь, если бы ты родился на 10-15 лет раньше, бабушка рассказала бы тебе столько интересного. Так вот, я вам хочу сказать, интересуйтесь у своих родителей, бабушек, дедушек. Все, что может рассказать вам, кто вы. Почему вас называют кряшиным? В чем их особенность? Кто такие кряшины? Многое мы еще не знаем, говорит Владимир, но убежден в одном, что отличительная черта народа – порядочность. Кряшины – это такие же обычные люди, как русские, мордва, чуваши, итальянцы, французы. Единственное, что их, может быть, отличает, это их культура, это их язык, это особенности менталитета. Даже говор у кряшин, акценты в каких-то определенных словах, одни и те же слова, например, татарское слово и слово, которое произносит кряшин, они акценты делаются по-разному, смысловая нагрузка другая. До конца, я думаю, в этом должны сказать свое слово ученые, есть ли кряшинский язык, или он является татарским, но имеет определенные какие-то отличия. И как сам когда-то впитал с молоком матери музыкальную культуру народа, своих сыновей старается увлечь традициями, знакомя с народными праздниками. Петрау – это праздник, где все встречаются вместе, поют народные кряшинские песни, танцуют, играют. Еще одна из национальных черт кряшин – музыкальность. Замолки поднимется пароход, без радара, с волнения, ожидания, нетерпения, православный веселится наш народ, православный веселится наш народ, и быстрее чего кончится в чистом поле. Это одно из самых популярных произведений басового репертуара – попутная песня Глинки. На международном конкурсе вокалистов имени Глинки тогда еще студент 5-го курса консерватории Владимир Васильев был удостоен первой премии и специального приза лучшему басу. А Казань любит за то, что именно здесь осуществилась его заветная мечта – стать певцом. Большое счастье жить с творческим человеком, потому что его творчество связано с музыкой, а музыка – это всегда прекрасно и великолепно, особенно классическая.